В этом доме жила заслуженный деятель культуры Кыргызстана Джумагуль Нусупова. Так черно-белым напечатано на памятной доске, которую установили на Исанова, дом 94. Джумагуль Нусупова – уникальная личность. Она внесла значительный вклад в развитие государственного строя, культуры и искусства Кыргызстана. Она остается образцом беззаветного служения Родине и народу, примером истинного патриотизма для нынешних и будущих поколений, считает ее коллега по цеху Кульбүбү Бектурганова. Я помню, что всегда, когда мы подготавливали вопросы, она уделяла, а где женщины, где на руководящей работе женщины? Джумагуль Нусуповна была в жизни очень ответственным человеком, но и в то же время она была, знаете, вот с таким прекрасным искренним юмором, всегда могла пошутить. Она была очень образована, она всегда боролась за то, чтобы культура Кыргызстана, за развитие культуры. Трудовой путь Джумагуль Нусуповой удивительный. От пионера-вожатого, инструктора районного комитета комсомола до министра культуры Киргизской ССР, депутата Верховного Совета Кыргызской ССР 5 созывов, члена Республиканского женского совета и президиума Федерации женских организаций Кыргызстана. Ее профессионализм по сей день высоко оценивают. Самым уважаемым человеком своего времени она выполняла в жизнь программу Разакова о выращивании национальных кадров и в промышленности, и в культуре. И в это она вложила очень много сил, энергии. Возглавляя Министерство культуры в начале 80-х, Джумагуль Нусупова принимала активное участие в строительстве социально-культурных объектов не только в столице, но и по всей республике. На территории Бишкека она внесла весомый вклад в возведение Дворца спорта имени Коджомкула, Национальной филармонии имени Тохтоула Сатлганова, нацбиблиотеки, музеев. Особое внимание она уделяла подготовке квалифицированных кадров в области культуры и искусства республики. Мы были ее учениками, она нас, как говорят, партию принимала, отправляла учиться и в Москву, и в Ленинград, потом встречала и всегда следила, чтобы все работали и помогали республике. Работали в те времена не на зарплату, а на совесть, на совесть. И вот в этом деле была, конечно, во главе. Счастливо сложилась и семейная жизнь Джумагуль Балтабаевны. Вместе с супругом Тохбаем Нусуповым они воспитали 3 детей, которые также пошли по стопам родителей. Одна из дочерей – отличница культуры, другая – здравоохранения, а сын – отличник образования. Как и в карьере, так и дома мама была примером для всей семьи, признается дочь Джумагуль Нусуповой Джангыл. Мама была и хозяйкой, вкусно готовила. Мама прекрасно встречала родных родственников. И самое главное, мама объединяла весь наш род. И работа – это пример. Я считаю, что на сегодня многим молодым и те, которые имеют такую работу серьезную, надо и в работе быть, и в семье. И достигнуть вот таких больших высот – это и семья, папа, поддержка папы, и дети, которые видели пример, на примере росли, и состоялись в этой жизни как успешные и счастливые люди. 17 мая Джумагуль Балтабаевне исполнилось бы 91 год. Родные и близкие, коллеги и ученики уверены, что жители города всегда будут помнить о всех заслугах Джумагуль Нусуповой и бережно хранить память о ней. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, Пирамида.